В эфире Абхазского телевидения последняя в этом году информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Подходит к концу год 2018. Совсем скоро мы будем встречать новый 2019 год. А события уходящего года уже стали частью новейшей истории Абхазии. 2018 год был богат на разные события в политике и экономике, культуре, науке и спорте. Значимое и поистине историческое событие произошло в мае уходящего года. Сирийская Арабская Республика стала 7-м государством, членом Организации Объединенных Наций, признавшим независимость Республики Абхазия. Давайте вспомним, как это было. Мы подготовили небольшой обзор о самых главных и заметных, на наш взгляд, событиях уходящего года. 29 мая Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает общее стремление развивать отношения во всех областях. В ходе рабочей поездки в Москву в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал обращение в связи с взаимным признанием и установлением дипломатических отношений между Абхазией и Сирией. Этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, посольства Абхазии в Москве, других ведомств Республики Абхазия. Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц. Были установлены тесные контакты. Накануне 28 мая сего года состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни. А 4 сентября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В рамках визита Рауль Хаджимба встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. По итогам переговоров был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, а также межправительственное соглашение по созданию совместного Сирийско-Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. В этом году был сформирован Конституционный суд Республики Абхазия. На первом заседании весенней сессии парламента 12 февраля был избран 5-й судья. Им стала Алиса Бигвава, и уже 27 февраля в ходе тайного голосования судей Конституционного суда на закрытом заседании Нури Таня был избран председателем Конституционного суда Абхазии. В составе Конституционного суда 5 судей – Нури Таня, Людмила Ходжашвили, Рауль Пантия, Алиса Бигвава и Диана Пилия. Распоряжением президента Абхазии Рауля Хаджимба Генеральной прокуратурой по взаимодействии с Национальным банком и другими государственными органами проводились мероприятия по финансовому оздоровлению банковской системы Абхазии в части возврата выданных ранее кредитов физическим и юридическим лицам, сберегательным банкам и средств специального внебюджетного фонда приватизации. Впервые на сайте Генпрокуратуры были опубликованы списки должников. В 2018 году Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области здравоохранения. В республике начала работать программа обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, а также выдача полисов обязательного медицинского страхования. Для обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан в год планируется выделять 50 миллионов рублей. После 10 лет плодотворной работы в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев завершил дипломатическую миссию в нашей стране. Новым послом России в Абхазии стал Алексей Двинянин. Церемония вручения верительных грамот состоялась 15 мая в Сухуми. Уважаемый Алексей Аркадьевич, вы приступаете к уже известной вам дипломатической работе в новом качестве. Во многом именно от вас будет зависеть решение многих задач, стоящих перед нашими странами на совместной повестке дня.
Уважаемый Алексей Аркадьевич, благополучия вам, конструктивной работы и удачи в исполнении вашей высокой и ответственной миссии. И добро пожаловать в Абхазию. Уверен, что союзнические отношения, дружбы, взаимопомощи и повышение благосостояния между нашими государствами и народами будут продолжены по восходящей линии. Хочу заверить вас, уважаемый господин президент, в том, что я приложу все усилия для продолжения и всемирного расширения этого курса, данного мне президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. 26 августа республика отметила десятилетие международного признания независимости Абхазии, а 30 сентября – 25-летие со Дня Победы в Отечественной войне. 25 лет назад, 30 сентября 1993 года, ценой неимоверных усилий, ценой жизни тысяч сыновей и дочерей Апсны, наш народ одержал победу в кровопролитной войне, длившейся долгих 413 дней и ночей. В этот день по всей стране прошли праздничные мероприятия. Основным событием дня стал военный парад, который прошел на площади Свободы. 20 октября в Гудауте после капитального ремонта открылся Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. Отремонтированы все 8 залов музея. Одна из особенностей музея – зал памяти, в экспозиции которого представлены имена и фотографии всех бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии на Гагарском направлении, Кумистинском и Восточном фронтах. Впервые за всю историю Абхазии Национальный банк выпустил памятную банкноту Владислав Ардзинба номиналом 500 апсар, посвященную 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владислава Ардзинба. На заднем плане изображены абхазские воины, поднимающие знамя победы. На оборотной стороне банкноты изображена карта Абхазии, а также силуэт архитектурного комплекса столицы Абхазии на фоне символической крепостной башни с государственным гербом Абхазии и надпись на абхазском языке «Нагдзера Абзайт Абсенра». Дата ввода банкноты в обращение 29 сентября. Тираж 10 тысяч штук. Банкнота выполнена в коричнево-зеленых тонах, изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. Художники банкноты Батал Джапуа и Тимур Кайтан. В Абхазии в этом году прошел первый кинофестиваль, в программе которого был конкурс короткометражных игровых фильмов из 12 стран – Абхазии, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Словении, Хорватии, Ирана и Марокко. Фестиваль был представлен широким спектром картин – мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы, драмы. Оценивали киноленты международное жюри под председательством российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Анны Меликян. По итогам фестиваля фильм молодого абхазского режиссера Инара Нармания «Меня зовут Махаз» получил приз зрительских симпатий, 3-е место и 50 тысяч рублей. 2-е место и 100 тысяч рублей получил фильм о проблеме беженцев «Новый дом», Словения. 1-е место и 200 тысяч рублей жюри присудило режиссеру из России Ирине Волковой за фильм «Костик». Кроме того, приз за лучшую мужскую роль получил Александр Кузнецов из России. Диплом за лучшую женскую роль достался Соне Санжани из Ирана за игру в фильме «Ретушь». Лучшим сценарием стал сценарий российского фильма «У меня есть брат». Приз за лучшую операторскую работу присудили фильму из Южной Кореи «На другом берегу реки Думан». Лучшим режиссером кинофестиваля был признан Байбулат Батулин из России. После реконструкции введена в строй Сухумская гидроэлектростанция. Мощность Сухумской ГЭС после ремонта составляет 19,6 мегаватт. Перепады воды 220 метров, водоизмещение плотины 70 тысяч кубов воды. Этой мощности достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии и выравнивания ее потока. Восстановление Сухумской гидроэлектростанции стало возможным благодаря частным инвестициям. 12 миллионов долларов вложено в ее восстановление. На этот процесс ушло более 6 лет. Сухумгэс – государственное предприятие, которое передано в аренду на 25 лет. В
2018 год был непростым для Абхазии, отметил президент Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции, состоявшейся 25 декабря. Пресс-конференция длилась около 2 часов, в течение которых глава государства ответил на многочисленные вопросы журналистов. В начале пресс-конференции Рауль Хаджимба поздравил всех с наступающим Новым годом. Несмотря на то, что уходящий год был непростым, есть определенные успехи и достижения, сказал президент. Год был непростым, трудным. Были объективные и субъективные факторы, влияющие на эту ситуацию. Внешнеторговый оборот Абхазии по сравнению с прошлым годом вырос почти на 1,5 миллиарда рублей. Импорт возрос на 177 миллионов, а экспорт почти на 1 миллиард с чем-то. Это показатель того, что идет перегруппировка возможностей Абхазии. Проблемы экономики и внешней политики, вопросы безопасности, паспортизации граждан Абхазии и общественно-политической ситуации, складывающейся в стране за полгода до выборов президента. Эти и другие темы затрагивались в вопросах журналистов. Раулю Хаджимба был задан вопрос по поводу недавно созданной организации «Общее дело», которая позиционирует себя в качестве третьей силы. По мнению главы государства, в Абхазии появилось слишком много различных политических коалиций. И нужно заявлять о своих программах. Все хотят хорошей жизни. Но как эту хорошую жизнь построить, пока никто достаточно четко не заявил. А что касается, будут ли они третьей силой, которая действительно сможет пойти отдельно в таком маленьком обществе, нужно будет, наверное, искать союзников, тех людей, которые будут поддерживать эту так называемую третью силу. Но я, как и заметил, что-то слишком много третьих сил. Один из злободневных вопросов сегодняшнего дня – ситуация с утилизацией мусора. Журналистов интересовало, как решается эта проблема. Как отметил Рауль Хаджимба, говорить о строительстве крупного мусороперерабатывающего завода пока не приходится. Но в следующем году этот вопрос, пусть и частично, но все же будет решен. Строительство заводов, к сожалению, я пока не вижу возможным. Это значительнейшие, огромные суммы денег, необходимые для того, чтобы построить такого рода заводы. Только в Сочи, вот здесь вот у нас рядом по соседству, речь идет о 22 миллиардах для того, чтобы построить завод, который мог бы сжигать этот мусор, и чтобы он еще и не нарушал экологическую обстановку. Мы говорим о возможности строительства нового полигона и начала работ по прессованию этого мусора. Мы проговорили с российской стороной и сами изыскали те возможности, которые к следующему году будут уже использованы для того, чтобы закупить такую технику и завозить на новый полигон уже в прессованном виде. В 2019 году завершается российская инвестпрограмма содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Рауль Хаджимба дал высокую оценку реализации программы, отметив при этом, что по некоторым объектам есть серьезные нарушения в плане расходования средств. По части, касающейся строительства новых объектов, они идут с опережением и, несомненно, будут сданы к тем заявленным срокам. Но есть и недостатки. Ситуация, которая складывается с водопроводом в Чиловах. Нам нужно будет дополнительно сейчас изыскивать возможности для того, чтобы довести до логического завершения эти работы. Материалы, которые необходимы были для того, чтобы посмотреть, насколько правильно и насколько законно все эти работы складывались в предыдущие месяцы. Подключена прокуратура, проведены предварительные экспертизы, которые дают неутешительную картину. Не сомневаюсь, что встанет вопрос и о возмещении, и о привлечении к уголовной ответственности. Журналистов также интересовало мнение президента об инициативе некоторых граждан Абхазии ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Рауль Хаджимба заявил, что поддерживает данную инициативу. Вместе с тем глава государства с сожалением отметил, что инициированные ранее проекты законов о госслужбе и борьбе с организованной преступностью так и не нашли поддержки в Народном собрании. Мы предлагали законы
по борьбе с организованной преступностью. Лежит в парламенте закон о госслужбе. Но почему-то пока нет никакого продвижения. Надо всем желать изменить это положение дел. И те, кто говорит о борьбе с коррупцией, должны сами демонстрировать свою открытость для общества. Я встречался со многими депутатами, представителями той группы людей, которые готовы работать в этом направлении. Я их поддерживаю. Зарплата бюджетников в 2019 году увеличится на 6% и в среднем составит 13-14 тысяч рублей, сообщил в ходе пресс-конференции президент Рауль Хаджимба. Это в первую очередь касается сферы образования, культуры и здравоохранения. Вопросы заработной платы в соответствии с теми соглашениями, которые были приняты между нами, то есть Россией и Абхазией, для значительной части бюджетников они возрастут практически на 6,2%. И заработные платы в среднем будут составлять порядка 13-14 тысяч рублей. Это в первую очередь коснется образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер. Пресс-конференция главы государства длилась около 2 часов. Рауль Хаджимба ответил более чем на 30 вопросов журналистов. Насколько плодотворным оказался уходящий год? С какими задачами мы справились, а где не смогли достичь реальных результатов? Об успехах и неудачах в разных областях размышляют эксперты, ученые, аналитики. Репортаж Белы Кварчия. 2018 год, возможно, и не оказался прорывом в плане развития, как нам того хотелось, но и не стал провальным. К счастью, обошлось без глобальных катаклизмов, подобно взрыву в Приморском, без чрезвычайного обострения криминальной ситуации. Общественно-политический фон также был более или менее спокойным. Анализируя успехи и неудачи 2018 года, эксперты отмечали ряд факторов, от которых зависит поступательное развитие страны. Это в первую очередь консолидация общества, конструктивность действий политических партий, которые должны находить отражение в их программах, и усиление государственных институтов. Страна находится в процессе смены поколений в политике, в политической элите. Это закономерный, естественный процесс. Появляются молодые, энергичные, образуются новые группы влияния, там какие-то общественные организации. Это все хорошо, это радует, но появляясь, молодые начинают критиковать. Я понимаю, критика – это законный тоже процесс, но критика – это не самое главное. Понимаете, мне не нужна просто красиво написанная программа, потому что для меня это просто бла-бла-бла. Я хочу увидеть молодого политика с созидательной энергией, который понимает, что надо делать. Вот мне бы хотелось, чтобы в новом году все-таки начался процесс модернизации именно государственной структуры. По мнению экспертов, год оказался нелегким с точки зрения социального положения граждан. Из-за экономического кризиса в России, политики санкций, которая рикошетом бьет и по Абхазии, фиксировался рост цен и инфляция при низком уровне доходов населения. Мешает первое, что у нас нет мощных государственных институтов и нет консолидации общества. Отсутствие консолидации, она бьет по всем. Посмотрите качество жизни. Она улучшилась? Нет, не улучшилась. Да, какие-то люди, может быть, лучше стали жить. А в целом народ лучше живет? Я бы не сказал. Да, хотя мы говорим, что да, бюджет увеличился и так далее. Но мы забываем о том, что есть инфляция. Вот. Мы забываем о том, что есть коррупция в стране. Мало что людям остается. И наша задача в будущем думать о том, как сформировать институты государства, чтобы они четко работали. Говоря о экономической ситуации в 2018 году, эксперты отмечали скорее точечные успехи в той или иной сфере экономики, подчеркивая, что общее положение здесь требует более глобальных вмешательств. К примеру, в числе положительных моментов было названо открытие в рамках реализации закона об особых экономических зонах в Галском районе абхазской компании с особыми льготными условиями для начинающих предпринимателей, а также создание новых объектов в реальном секторе экономики. В 2018 году открылись 5-6 предприятий, которыми мы можем гордиться. Это в разных регионах Абхазии. В частности, мы можем назвать пример открытия перерабатывающего промышленного предприятия в Гулрипском районе по выпуску вин в Абхазии. Вторым, что особо радует, что в селе Пакващ открылось
новый перерабатывающий мини-завод цемента. Дальше мы можем назвать в сфере энергетики, мы особо этим гордимся, то, что Сухумский ГЭС наконец-то открылась. Дальше мы можем назвать объекты, которые в санаторно-курортной сфере, их несколько. Я не буду перечислять все гостиницы и так далее, но особо следует отметить те объекты, которые предоставляют услуги круглогодичного характера, что нужно было особо в Абхазии. Есть и примеры эффективного использования современных информационных технологий в системе хозуправления. В частности, в Министерстве по налогам и сборам создана программа, отражающая все отчетные документы о налоговых выплатах предпринимателей в режиме реального времени. Глава фискального ведомства, подводя итоги 11 месяцев 2018 года, отметил, что выполнение налоговых сборов составило около 96%. Иногда приходится слышать, что у нас в стране никто налоги не платит, но возникает вопрос, откуда берутся те налоговые поступления, которые поступают в бюджет, поскольку Министерство по налогам и сборам не является органом, печатающим денежные банкноты, то эти деньги поступают от наших налогоплательщиков, и их очень немало. Общий объем налоговых поступлений за 11 месяцев составил 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Естественно, за декабрь месяц будут дополнительные платежи, итоговая сумма превысит 2,5 миллиарда рублей. Можно долго и бесконечно перечислять налогоплательщиков, список очень большой. А вот относительно тех, кто не хочет платить налоги, есть такая возможность, у нас на сайте появилась тоже такая ссылка в реестре налогоплательщиков. Под грифом некоторых юридических лиц появилась надпись «Отнесен к категории недобросовестный налогоплательщик». К сожалению, закон о налоговой тайне не позволяет нам публично озвучивать эти лица, но они доступны на сайте, их можно увидеть. Налоговые поступления – опора экономической независимости страны. Любой успех на уровне отдельного предпринимателя создает успех на уровне страны при условии добросовестных выплат в бюджет. По словам Даура Курмазия, некоторое снижение налоговых поступлений началось во второй половине 2018 года. Несмотря на отрицательные итоги 2017 года и недопоступления в начале года платежей по итогам 2017 года, в первые полгода план бюджетных показателей выполнялся. Началось снижение выполнения плановых показателей в июле месяце, частично в августе, но и эта тенденция продолжилась. В первую очередь, конечно, мы это связываем с отрицательным началом курортного сезона в мае, в июне, в первой половине июля, которое у нас имело место, а также невыполнение плановых показателей по рыбоперерабатывающим предприятиям в Ачимчирском районе. Это основные причины. Ну и, кроме того, конечно, имеются задолженности по налоговым платежам. Пока ждем итоги декабря, к сожалению, текущее положение дел показывает некоторое снижение объема налоговых платежей в декабре месяце. Среди проблем, тормозящих развитие экономики в нашей стране, эксперты назвали транспортно-логистические проблемы, отсутствие полноценного ЖД и авиасообщения, слабую связь между производством и научными институтами, отсутствие закона о земельном кадастре. У нас нет земельного кадастра, у нас не решены имущественные вопросы. Они не подчиняются закону. Вот этот вот клубок вопросов у нас висит как тяжелый камень на ногах, и нету основных экономических составляющих государства. Вот без земельного кадастра, мы недавно как раз на той неделе разговаривали с одним московским урбанистом, он сказал, что без этого вообще страна не может развиваться. Я не понимаю, почему мы об этом не говорим, почему государство этим не занимается. Уже 25 лет прошло. Вот мне кажется, что это тоже очень важная проблема, ее тоже надо немедленно решать. Важным политико-экономическим событием 2018 года стало признание Абхазии Сирийской Арабской Республикой. Признание бесспорно важнейшее политическое событие года, говорят эксперты, но при этом подчеркивают, что каждая страна в своем развитии должна рассчитывать сама на себя. Каждая страна должна твердо стоять на своих ногах, уважать своих сограждан, помогать им развиваться, получать от них обратную отдачу. Вот это основной комплекс вопросов, вот это тот хребет, вокруг которого наслаивается современное государство. В экономическом плане признание Сирии дает новые возможности для развития экономики двух стран. Как подчеркивает экономист Амрак Варандия, подписанный между нашими странами договор о торгово-экономическом сотрудничестве и соглашение о беспошлинной торговле предоставляет эти возможности в полной мере. В первую очередь это открывает новые рынки сбыта для нашей продукции, с одной стороны, а с другой стороны, это будет способствовать привлечению новых инвестиций, новых инвесторов из Сирии.
В 2018 году парламент Абхазии в окончательном чтении принял 25 законов и около 60 постановлений, которые регламентируют самые разные сферы жизнедеятельности. По остальным 17 законопроектам, принятым в первом чтении, работа будет продолжена в следующем году. По словам вице-спикера Левона Галустяна, решения по ним парламентарии вынесут в рамках весенней сессии. Важным и своевременным оказалось внесение изменений в закон о гражданстве. В парламент в 2018 году обращалось очень много наших граждан, которые столкнулись с проблемой переоформления своих общегражданских паспортов. И депутаты парламента, принимая наших граждан, изучили детально этот вопрос и вышли с инициативой о внесении изменений. Мы хотим сказать, что и исполнительная власть в лице президента и администрации главы государства тоже поддержала этот запрос, который шел фактически снизу, потому что наши люди реально столкнулись с этой проблемой. Депутаты парламента приняли соответствующие поправки в закон о гражданстве, и летом этого года они вступили в силу. И судя по тому, что сейчас количество обращающихся стало гораздо меньше по сравнению с тем, что было на начало этого года, мы можем сказать о том, что вот тот посыл, который был, он был правильным, эти коррективы были необходимы, мы их внесли, и сейчас, собственно говоря, шквал обращений снизился. Есть по-прежнему единичные случаи, когда тот или иной гражданин сталкивается с проблемой переоформления, но той массовости, о которой речь шла ранее, к счастью, нет. Вице-спикер напомнил, что в 2018 году парламент ратифицировал несколько межгосударственных соглашений, в том числе исторически важный договор о дружбе и сотрудничестве с Сирийской Арабской Республикой, а также соглашение между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации о взаимном признании образования и квалификаций. Также в этом году депутаты ратифицировали соглашение, в соответствии с которым Россия приступила к выдаче полисов обязательного медицинского страхования гражданам России, проживающим в Абхазии, и утвердили соглашение об обеспечении льготных категорий людей лекарственными препаратами. Депутаты парламента также инициировали принятие правительственной программы, призванной обеспечить жильем молодые семьи и семьи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. У стен парламента неоднократно собирались люди, которые сталкиваются с проблемой отсутствия жилья. В основном это многодетные семьи, семьи ветеранов нашей войны, семьи инвалидов, которые были вынуждены проводить акции по захвату тех или иных квартир. Депутаты республики, они живо откликались на те проблемы, с которыми сталкивались эта группа граждан. И вот родилась идея внести в бюджет 2019 года специальной статьей расходы на предоставление субсидий для получения жилья на льготных условиях. И была создана правительственная соответствующая программа. Называется она «Жилище». В бюджете 2019 года зарезервировано 40 миллионов рублей. Я думаю, что это беспрецедентный случай, когда в новейшей истории Абхазии государство собирается выделить 40 миллионов рублей для того, чтобы эта проблема начала решаться. В целом, по мнению вице-спикера, деятельность Народного собрания в 2018 году была плодотворной. Что касается разработки и принятия других актуальных законов, в том числе закона о госслужбе, об оружии, о принятии 20-й статьи Конвенции ООН и других, то, по словам вице-спикера, над ними также идет активная работа. У нас была создана рабочая группа под председательством председателя комитета по законодательству Валерия Владимировича Агрова, который в обозначенные сроки должен представить закон о государственной службе, законопроект. Что касается других перечисленных вами законов, могу сказать, что у нас есть закон о противодействии коррупции. Сейчас с нами прорабатывается вопрос о том, чтобы внести соответствующие поправки. Вы знаете, общественная кампания у нас в республике, она продолжается по поводу ратификации 20-й статьи Конвенции. Мы, конечно же, не можем оставаться в стороне от этих процессов. Неоднократно здесь проходили встречи с представителями инициативной группы. Мы внимательно выслушали те доводы, которые они приводятся, и должен сказать, что коллеги-депутаты с пониманием относятся к необходимости ратификации. Но есть и другая точка зрения. Давайте не будем ратифицировать Конвенцию в целом, а внесем те фундаментально основополагающие вопросы, которые в этой Конвенции содержатся, в тот закон, который уже принят и действует на территории Республики Абхазия. Речь идет о законе о противодействии коррупции. Та статья, которая касается непосредственно декларации доходов чиновников, их расходов и так далее, можно включить в соответствующий закон. Такая работа тоже проводится. Мы знаем, что наш коллега Астамур Умарович Логу непосредственно этим занимается. Я думаю, что те инициативы, которые будут исходить, они найдут поддержку и понимание.
Самые актуальные вопросы 2018 года являются продолжением прежде нерешенных проблем. К примеру, эксперты говорили о том, что в восточной части Абхазии необходимо построить мини-заводы для переработки цитрусовых. И тогда значительная часть некондиционного продукта также стала бы источником дохода для государства и населения. Эксперты затрагивали и проблему трудоустройства, низкой заработной платы у большинства жителей Абхазии, наличие социального неравенства. Но в то же время они отмечали положительные факты, к примеру, в борьбе с сельхозвредителями, успехи в сфере международной политики, культуры и спорта. У нас очень много молодежи, интересной молодежи, скажем, много новых певцов, много новых танцоров, много новых спортсменов, да, и они достаточно себе зарекомендовали на пространстве СНГ, даже и за рубежом и так далее. Меня это очень радует. С наступающим Новым годом всем, мои дорогие наши граждане. Я хочу, чтобы в Новом году вы обрели спокойствие в душе, да, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы. Люди живут надеждой. Мы все надеемся на том, что 2019 год будет гораздо лучше. Хотя в политическом плане будет он очень сложный. Выборы президента у нас в Абхазии, как известно, всегда кампания достаточно тяжело проходит. Но я хочу надеяться на то, что все граждане Абхазии сделают все возможное, чтобы вот эту политическую кампанию 2019 года мы проведем его достойно и покажем всему миру, что мы можем строить государство. Людям хочется чего-то хорошего, стабильности и развития. И поэтому под этим углом они оценивают все происходящее. Мы все вынесем. И на этом я поздравляю своих сограждан с праздником. Надеюсь, что когда-нибудь, может быть, через несколько лет мы начнем уверенно развиваться. Говоря о прогнозах на 2019 год, эксперты были единодушны во мнении, что хотя, скорее всего, он будет непростым в политическом и экономическом отношении, граждане нашей страны сумеют реализовать и личные планы, и внести свой вклад в развитие Абхазии. Белла Кварча, Роберт Ломия, Степан Мартиросян для событий недели. Новый год уже совсем близко. В каждом доме, в каждой семье готовятся к встрече праздника, главными атрибутами которого на протяжении многих веков остаются елка и яркие украшения на ней. Где можно приобрести необычные новогодние игрушки? И как сделать, чтобы Новый год в вашей семье стал незабываемым, расскажет Алика Трапш. Сегодняшний рынок новогодних украшений разнообразен. В магазине можно приобрести украшения на любой вкус и кошелек. В то же время все большей популярностью пользуются необычные украшения. Многие жители Абхазии знают, что в Сухуми есть цех, где можно приобрести их. Мы решили узнать, какими необычными украшениями в этом году порадуют нас абхазские мастера. Студия народных мастеров «Артель» работает уже 8 лет и предоставляет широкий спектр услуг. Одно из них – выдувание новогодних стеклянных игрушек. Ежегодно дизайн таких елочных украшений меняется. В этом году среди покупателей большим спросом пользуются расписные шарообразные стеклянные игрушки. Процесс их изготовления весьма трудоемкий. Обычную трубку из боросиликатного стекла размягчают над огнем при температуре 600 градусов. Нагретое стекло начинает плавиться, становится пластичным и тягучим. После из него можно будет выдувать шар. Нужно еще не какое-то время для того, чтобы он его правильно, ровно со всех сторон нагрет. Вот этот был неровно нагрет со всех сторон, поэтому пошли вот эти вот перекосы. Вот я ту сторону сейчас чуть вытянул, сейчас эту вот, которая кривая. Вот и готовое изделие. Заготовки шаров выглядят как большая прозрачная капля. Теперь они отправятся в другой цех, где искусные художники расписывают шары и покрывают их глиттером. Наношу клей, рисунок, потом буду обсыпать его блестками и будет сохнуть часа 2. Игрушки ручной работы по цене дороже фабричных, но несмотря на это, они очень популярны. Многие покупатели заказывают елочные украшения с фотографиями членов их семьи. Есть 20 клиентов, которые с рождения своих внуков и детей, начиная с первого годика жизни, и продолжают нам 2 годика, нам 3 годика, и мы продолжаем, мы растем, как говорится, с ними. Мы по фотографиям видим и клеим на игрушки, как ребенок растет.
Готовые игрушки аккуратно упаковывают в специальные коробочки, после чего они отправятся в семьи, где непременно станут эксклюзивным украшением новогодней елочки. Помимо этого, как говорят работники студии «Артель», большим спросом у покупателей пользуются маленькие статуэтки в виде мультяшных героев. Их делают из смальты, то есть цветного стекла. Многие предпочитают делать новогодние украшения своими руками. От таких игрушек веет теплом и добротой. К тому же процесс изготовления объединяет всю семью и создает особую атмосферу. Игрушки на моей елке сделаны моими руками. Ну, там какие-то детали я докупаю, там цветы, все остальное, но в общем мои игрушки. Я вообще покупаю вот пенопласт, он из чего сделан. И ткани покупаю, кружево покупаю, ну, в общем, остальные все иголочки, все такое. И каждый год придумываю новый цвет. Детям это очень нравится, Настя очень радуется, когда начинает, а остальные у меня двое еще, они маленькие. Они только начинают понимать, но Настя это все понимает уже давно. Чаны бзела, а барта шашук саги хымрасыз, и хаспам тадзаквай харкшет, гуаш илагыло гуграко затралу ашук сжец. Многие семьи уже нарядили главный символ Нового года, но некоторые предпочитают украшать елку прямо в канун праздника. Купить игрушки в магазине или же сделать своими руками – выбор каждого. И совсем не важно, какие игрушки будут на елке. Самое главное – это атмосфера праздника и любви в семье. Алика Трапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Этот год был насыщен спортивными событиями. Абхазские спортсмены радовали нас многочисленными достижениями. Наш спортивный обозреватель Астанда Отерба расскажет о самых впечатляющих победах. Уходящий год был насыщен множеством спортивных мероприятий, и наши спортсмены показали отличные результаты как в Абхазии, так и за ее пределами. Давайте оглянемся и вспомним самые яркие из них. В спортивной жизни Абхазии ежегодно происходят все новые и новые открытия, начинания и победы. Наши спортсмены стремятся к высшим целям и благодаря стараниям добиваются их. Настоящим прорывом стало развитие профессионального бокса. Вот уже второй год на профессиональном ринге выступают наши спортсмены Батал Чежия и Игорь Адлиба. Оба провели за год множество боев без единого поражения. Ребята повышают свой рейтинг и растут в этой сфере. Самыми сложными и важными были их последние выступления, которые они завершили досрочно, нокаутировав соперников. Игорь Адлиба тренируется как в Абхазии, так и проходит сборы в Екатеринбурге. В городе Сочи его выступление вызвало большой интерес. Многие болельщики и его друзья смогли поехать и поддержать Игоря. Батал Чежия более опытный боксер. Большую часть своих тренировочных сборов проводит в Москве. В последнем поединке с чемпионом Африки и победителем многочисленных соревнований Мадом Мауга он нокаутировал последнего уже в 4-м раунде из возможных 8.
В этом году проходил футбольный чемпионат мира и остался знаменательным и важнейшим за последние годы для России, так как был признан ярчайшим и отличился неожиданными результатами. Российская сборная вышла из группы, а чемпионами стала команда Хорватии, в то время как фавориты вроде Испании не справились с задачей. Такого фурора не произвел чемпионат мира по версии Канифа, проходивший в Лондоне этим летом. Одно из важнейших и подававших надежды соревнований завершилось лишь 9-м местом для бывших чемпионов мира абхазской сборной. Тем не менее, наши спортсмены выиграли во всех оставшихся играх с Тамил Эламом, корейцами из Японии и Кабилией и оказались в середине из 16 команд. В финале встретились сборная Карпаталии, с которой Абхазия сыграла в ничью, и Северный Кипр, у которых наши игроки проиграли. Со счетом 3-2 по пенальти выиграла Карпаталия и стала чемпионом мира по футболу по версии Канифа. Отметим, что и чемпионат Абхазии по футболу проходит удачно по новой системе осень-весна. По результатам первого круга в лидерах команды Сухумский Нарт, Гагра и Гудаута. Вольная борьба, как и прежде, остается одним из самых востребованных видов спорта в Абхазии. Благодаря блестящим результатам Дениса Цургуш все большее количество молодых спортсменов достигают успехов за рубежом. Многие из них входят в сборные команды различных стран и выступают в чемпионатах Европы и мира. Так, занявшие призовые места на чемпионате России по вольной борьбе Георгий Адлиба и Астамур Гунба получили путевки на чемпионат Европы в Риме, а победитель весовой категории 79 кг Асланбек Варамия поехал на чемпионат мира в Словакию. Отметим, что в финале он боролся с соотечественником, воспитанником Гудаутской школы вольной борьбы Астамуром Гунба. Самыми крупными соревнованиями в пределах Абхазии по этому виду спорта в уходящем году стали турниры на призы мастера спорта международного класса, чемпиона СССР и Европы Раша Хутаба и турнир, посвященный председателю Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса Мусею Гзекову. Эти международные соревнования традиционно собирают лучших борцов на ковре. В 2018 году отметили 80-летие такого вида спорта, как самбо. В нашей стране оно получило развитие сразу после того, как спорткомитет Советского Союза официально включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР. А в 2003 году, благодаря успехам, самбо был признан национальным видом спорта России. Юбилей самбо отпраздновали в Абхазии награждением выдающихся спортсменов. Спустя несколько дней самбо был временно признан олимпийским видом спорта. Это отличная возможность для наших спортсменов выступить и преувеличить достижения. Хороших результатов добились и абхазские каратисты в направлениях косики, кёкушинкай, шотокан, казыха. Воспитанники этих секций принимали участие в чемпионате мира и привезли медали. Чемпионат мира по карате до шотокан казыха проходил в Мексике. Сборная Абхазии из 4 спортсменов, включая главу федерации Ахру Абухба, приняла участие в нем и завоевала 7 медалей. Спортсмены выступали в направлениях ката, одиночные соревнования и фукугок, куда входят парные ката и кумите. Золото в ката завоевала Роза Бигвава, а в фукуго Сима Харазия и Николь Агумава. Также выступавший в составе сборной Ахра Абухба завоевал золото в ката. В мировом первенстве принимали участие и представители кёкушинкай. Впервые наши спортсмены Валерия Джалагония и Роберт Карапетян стали призерами. Роберт был признан лучшим каратистом года по итогам Федерации кёкушинкай Абхазии. Надо отметить относительно немногочисленный вид спорта тэквондо, который развивается пока только в Западной Абхазии. Тем не менее, сборная участвует во всех российских соревнованиях и планирует провести чемпионат Абхазии в следующем году. По паратхэквондо неоднократный чемпион России, Европы и мира Леон Цвижба постепенно движется к своей главной цели – Олимпиаде. В этом году он в очередной раз завоевал золото на чемпионате России в Махачкале. Ежегодно традиционно проводятся народные гуляния в селах Лыхны, Моква и Бзыби. Самыми крупными из них были посвященные 25-летию Дня Победы и независимости Абхазии, а также скачки на приз президента страны Рауля Хаджимба. Особенно колоритными можно назвать украшающие любое культурное мероприятие скачки и национальные игры. Все перечисленные мероприятия проводятся под руководством и поддержкой Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту, спортивных федераций, а также городских комитетов по вопросам молодежи и спорта. Госкомспорт на протяжении многих уже лет, более 20 лет, старается культивировать, конечно, олимпийские виды спорта. Но если иметь в виду такие виды, как восточное единоборство, карате кёкушинкай, шотокан, ситорю,
то там мы классики карате. Мы можем выступать как на Кубках мира, так и на первенствах Европы. И я считаю, что эту дорогу надо продолжать, потому что прежде всего мы выставляем своих спортсменов, чаще всего под флагом нашей страны, Абхазии. Конечно, у нас есть на территории Абхазии, что мы проводим, это и соревнования по дзюдо, это и соревнования по восточным единоборствам, это и соревнования по вольной борьбе, куда на самом деле, ну также и по боксу, да. Мы стараемся все-таки держать на хорошем, скажем так, плаву эти соревнования, потому что к нам приезжают неплохие спортсмены. Это, правда, юноши. Проводим турниры по баскетболу, футболу и волейболу. Здесь немножко сложнее. Турнир по баскетболу, например, Багапш, как мы это называем, здесь приезжает 5-6 команд. Причем это взрослые баскетболисты, это не дети и не подростки. По баскетболу секции почти во всех районах Абхазии, по волейболу меньше, но они тоже есть. По футболу у нас на самом деле везде в Абхазии. Домино и шахматы – виды настольного спорта, которые ежегодно систематически проводят многочисленные соревнования в Абхазии, такие как Апсны Опен, Учамчира, Гудаута Опен, а также участвуют в международных и мировых первенствах. Так, сборная по профессиональному домино участвовала в чемпионате мира и вошла в десятку лучших команд. Совсем немного времени осталось до наступления Нового года, который принесет нам множество спортивных событий. И мы надеемся, что наши спортсмены выполнят все задачи, поставленные перед ними. Астанда Оторба, Александр Чернов для событий недели. Каждый в новогоднюю ночь ждет чего-то особенного. Ведь недаром говорят, как встретишь Новый год, так и проведешь. Одна из самых популярных новогодних традиций – задобрить покровителя Нового года праздничными угощениями и нарядами. Алиса Шамба узнавала, какие угощения необходимо приготовить к праздничному столу и что будет актуальным в предстоящем модном сезоне. Наступающий год манит загадками и новыми сюрпризами. К нам приближается 2019. По китайскому календарю будущий год будет проходить под покровительством земляной или желтой свиньи. Вопрос, как встретить Новый год, чтобы он был счастливым и удачным, интересует многих жителей нашей страны. Мы присоединимся к их числу и попробуем найти ответы на все вопросы. Улыбка станет главным символом Нового года. Ведь желтая свинья любит искренние чувства и компанию веселых людей. Как обещают астрологи, 2019 будет насыщенным и полным красок. Кроме того, год сулит завершение всех начатых дел. В странах Востока верят, что в новогоднюю ночь надо обязательно поставить угощение для покровителя года. К примеру, небольшое блюдце с орешками, крупой или зерновым хлебушком. Встреча нового 2019 года обязательно в семейном кругу или в большой шумной компании верных и близких людей. А украшением новогоднего стола могут стать разнообразные салаты, зелень, овощные нарезки. Свинья порадуется за хозяев, которые любят витаминную пищу. И вот он, главный символ следующего года – года свиньи. Уважаемые хозяйки, вы должны помнить, что на праздничном столе не должны быть блюда из символа года, ибо животному не понравятся угощения из собратьев. Но отсутствие свинины на новогоднем столе не означает, что любители мяса останутся без угощения. Есть возможность запечь гуся или утку, приготовить вкусный шашлык из баранины и, конечно же, рыбные блюда. Комфорт и уют в доме создаст праздничный стол, украшенный в стиле кантри. Дизайнеры рекомендуют скатерти из хлопка или льна, с вышивкой или набивным узором. Именно то, что понравится символу года. Среди елочных украшений найдет свое место игрушка «Поросенок» или целая компания мягких свинок, разместившихся под ветками. Какие наряды посоветовать женщинам? Прекрасную половину человечества интересует,
в чем встречать любимый праздник и как не прогадать с модными оттенками. Мы решили пройтись по магазинам с известным в нашей стране дизайнером Русудан Кобяковой и найти подходящие наряды к новогоднему торжеству. Главным цветом будет цвет, который называется «Живой коралл». Это некий микс розового с оранжевым, но не насыщенный, а очень живой, естественный, очень красивый природный цвет, подзолоченный немножко золотистым оттенком, который будет прекрасно сочетаться с основной гаммой. Это пастельные тона, это бирюзовые тона, это голубый цвет неба. Безусловно, учитывая то, что у нас приближается прекрасный праздник Новый год, мы по-прежнему будем пользоваться, украшать себя неким блеском, который будет удобно использовать пайетками. Если переходить от цвета к формам, то сохраняется тенденция к асимметрии, к воланам, к некой легкости, воздушности, если мы уже дойдем до лета. Не стоит забывать, что кроме моды существует вкус и индивидуальный стиль. Основываясь, зная тренды и увлекаясь модой, следя за этими всеми тенденциями, самое главное, что должна женщина сохранять, это собственный стиль, собственную индивидуальность. И выбирать надо то, что подходит. Из этого многообразия, действительно оно достаточно большое, выбрать то, что подходит. Подходит к цвету лица, подходит по фигуре. Выработать свой стиль, и всегда будешь королевой. Новый год – праздник любви и надежды. Традиционно в новогоднюю ночь люди прощают друг другу обиды, верят в чудеса, волшебство и исполнение желаний. Поздравляю всех с Новым годом, желаю здоровья, счастья. Пусть Новый год принесет вам только положительные эмоции. С Новым годом! Очень часто бываю в Абхазии. Для меня эта страна очень родная, очень ее люблю. Хочу пожелать мира. С Новым годом! С Новым годом! Желаю всего самого наилучшего. Здоровья, благополучия и всего-всего самого-самого доброго. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, а нашей стране процветания. С Новым годом! Новый год пожелаю всем жителям Абхазии здоровья, счастья, хорошей погоды, как всегда, работы, в личной жизни всяких успехов. Чаун бзила. В новом 2019 году я бы хотела пожелать всем вдохновения, прекрасных людей рядом, которые бы вас мотивировали и вдохновляли на какие-то веселые, жизнерадостные вещи. Пусть цели достигаются, и все у вас будет прекрасно. В любом случае, главное – это праздничное настроение. Забудьте о проблемах, заботах, окунитесь в атмосферу веселья, приятных эмоций, чтобы запастись позитивной энергией на весь будущий год. Ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве и раскисать, ведь по поверьям, как встретишь Новый год, таким и будет весь следующий. Алиса Шамба, Томас Чиковани, Инала Гухава для событий недели. Таковы итоги уходящего 2018 года. Я и команда программы «События недели» поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть 2019 год принесет нашей стране только приятные и радостные события, а в каждом доме царят благополучие и любовь. До встречи в Новом году!